Для начала напомним, что в 82 миллионах Германии по официальным данным проживает 40 тысяч уроженцев Чечни. Это взрослые, дети, женщины, старики, больные, младенцы и инвалиды. Ну а теперь о самой статье. Шпигель утверждает, что в Германии растет влияние так называемой чеченской мафии. Если верить автору статьи, немецкие специалисты отдела по борьбе с организованной преступностью в течение года собирали информацию о наиболее заметных слоях чеченского общества в Германии. В дополнение к 9 управлениям уголовного розыска были задействованы также разведывательные службы и таможня. То есть, по Шпигелю, чеченской общиной, которую можно в полном составе разместить на одном небольшом городском стадионе, озаботились все главные силовые структуры Германии, у которых, судя по всему, других дел совсем нет. Шпигель утверждает, что чеченцы сегодня якобы доминируют во всех сферах преступной деятельности и проявляют крайнюю жестокость. Ну как же без жестокости? Они, то есть чеченцы, демонстрируют более чем среднюю склонность к эскалации и насилию и все чаще ассоциируются с убийствами, цитирует автор статьи выдержку из доклада спецслужб, который нигде не опубликован. Заметьте, если раньше чеченские преступники выступали в роли провайдеров преступных услуг, то теперь, по данным Федерального управления уголовной полиции, они открыли свои собственные доходные источники дохода, особенно в таких областях, как незаконный оборот наркотиков, кражи, совершаемые бандами, и вымогательство, часто в связи с распоряжениями о взыскании задолженностей, страшает Шпигель обывателей. И это еще не все. Оказывается, чеченская мафия пытается получить конфиденциальную информацию от органов безопасности. Немецкие правоохранительные органы больше пугает не то, что чеченские банды подминают под себя другие этнические группы, а их доступ к секретной информации. Метод, свойственный итальянской мафии. Это удается сделать благодаря тому, что все больше чеченцев устраиваются на работу в частные охранные предприятия. Согласно данным расследования, чеченские ОПГ нередко получали заказы по охране полицейских участков. Имея в руках такой козырь, преступники могли с близкого расстояния наблюдать за действиями полиции, оставаясь неприкасаемыми, пишет Роман Лехбергер. С близкого расстояния наблюдать за действиями полиции, вы только вдумайтесь в это утверждение. За полицией в Германии не то чтобы возможно наблюдать с близкого расстояния, вы даже порой не знаете, что рядом с вами полицейские в гражданке, выполняющие четко отлаженно свою работу. До какой степени абсурдно это мнение? Роман Лехбергер не рассказывает про неаполитанскую Каморру, сицилийскую Коза Ностру, которая имеет филиалы по всему миру, в частности в Германии. Также малоизвестная, но одна из наиболее могущественных и богатейших преступных группировок в мире Ндрангета из Калабрии. Также делают большие деньги в Европейском Союзе. Ндрангета, базирующаяся в основном в самой бедной провинции Италии, возможно, является крупнейшим иностранным партнером наркокартелей из Южной Америки. В прошлом году, по некоторым оценкам, ее доходы составили 53 миллиарда евро. Это она в значительной степени контролирует незаконный оборот кокаина в большинстве европейских стран. Это в 2 раза больше, чем годовой доход Макдональдса или Deutsche Bank, и равняется 4% от итальянской экономики. Но давайте разберемся. Что говорит нам Роман? В марте 2016 года в городе Шарлоттенбург был подорван наркоторговец в своем автомобиле. Преступники не установлены до сегодняшнего дня, но следы ведут в чеченскую среду. Какие следы? Где можно с ними ознакомиться? Предоставьте доказательства. Но мы возвращаемся к другой публикации на сайте Deutsche Welle от 15 марта 2016 года. В ней говорится, и заметьте, фото то же самое. За подрывом автомобиля в берлинском районе Шарлоттенбург могли стоять крупные преступные кланы, банды байкеров или русская мафия. Об этом сообщила на своем сайте газета Berliner Zeitung со ссылкой на главного комиссара управления уголовной полиции Берлина. Но на Западе под сочетанием «русская мафия» зачастую подразумеваются не только преступные организации из России, но и из других государств постсоветского пространства или из иммиграционной среды. То есть тогда еще не фигурировала чеченская мафия, и вот настало время всучить кота в мешке немецкому обществу. Я не утверждаю, что этнические чеченцы не совершают преступления в Германии, но, зная свой народ и его принципы, также зная законы Германии и их работу по грамотной профилактике преступлений,
Я смело могу утверждать, что данная позиция Шпигеля и данный материал не то что высосан из пальца, он насильно выдавлен из него, и данная проблема не несет такой организованный характер. Заметьте формирование общественного мнения путем показа взорванных машин для того, чтобы слово «чеченец» ассоциировалось с жестокостью и трэшовее запоминалось. Все это не в таком глобальном масштабе, но напоминает ту работу, которая велась против чеченцев, обвиняя их во взрывах домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 годах. В тех действиях и так обвинили нас, но по сути все мы знаем, как обстоят дела. Да и вообще, имейте в виду, когда идет перераспределение власти в той или иной сфере, то найти козла отпущения не составляет труда. А если пропагандой занимается государственная машина, то она не жалеет ни сил, ни финансов и задавит ложью кого угодно, за исключением некоторых. И в заключение, мы понимаем, что мы живем в стране, где есть свобода слова, но нельзя обвинять нацию в организованной преступности, не имея доказательств. Даже имея доказательства преступлений, ответственность должны нести те, кто совершили преступление, а не те, кто просто является человеком из этой нации. Если кто-то совершает преступление, он должен нести ответственность не как чеченец, русский или еврей, а как человек, обвиняемый в совершении преступления, и нести ответственность справедливой по тем законам в стране, в которой он живет, потому что сам факт нахождения человека в той или иной стране обязывает его соблюдать законы этой страны. Политика предвзятого отношения против этнического меньшинства не приводит ни к чему хорошему, и история нам это очень хорошо показала. Qu'est-ce que